Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цепочку на такую тему. У кого на вас планы? Кто строит планы по поводу вас? Давайте посмотрим. Ни на кого не загадывайте, песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, это общая отсыпка. Здесь вышло два мужчины. Один знакомый, другой, ну так, не очень. И у кого-то из вас отыграется, что сразу два мужчины строят на вас планы, а у кого-то либо один, либо другой. К сожалению, это издержки общей отсыпки, вы должны понимать. Давайте начнем с того, который плохо вам знаком. Мне идет, что вы его видели. Вот его образ есть в ваших глазах. Где-то вы его видели. И этот мужчина знает вас через кого-то. Да? Может быть, это, не знаю, муж вашей подруги, либо это муж какой-то родственницы. Может быть, это брат какой-то родственницы, не родственницы, а подруги, да? А может и родственницы, да? Может, это вам не родная женщина, которая пришла в вашу семью, а у нее есть, значит, свои там, да, братья, сестры. Но он явно какой-то вот приближенный, не приближенный, но есть кто-то, кто о вас очень часто ему рассказывает. Есть кто-то, у кого он может про вас расспрашивать. И где-то вы с ним виделись, возможно, не раз. Возможно, вы даже с ним познакомились, но вы просто на него не особо обратили внимание. То есть не впечатлил вас этот мужчина. А мужчина вами прям с первого взгляда, с первой встречи очень сильно впечатлился. Прям настолько, что его прям в дрожь кидает, когда он о вас думает, когда он вас вспоминает. Ну а когда видит, прям как мороженка тает на солнце. У этого мужчины на вас прям очень серьезные планы. Мужчина рассматривает вас в качестве своей будущей избранницы. То есть он очень такой, как сказать, прагматичный мужчина. Он не только смотрит на внешность, на характеристики, он еще и смотрит на другие моменты. То есть он видит вас такой прям желанной невестой, красивая, умная, молодая. Почему-то какие-то ваши ресурсы там считают у себя в голове. Может, у вас квартира есть, автомобиль, либо вы бизнесом занимаетесь, работа хорошая, там дача есть. Ну, не обязательно, да. Вот он видит вас перспективной. Он видит, что вы не какая-то там тарелочница, да, что вы не ищите себе папика, что женщина вы основательная и очень серьезная. Вот. У кого-то еще может отыграться, что вы просто безумно вкусно готовите, а он такой типа любитель, да, заморить червячка, он там, ну, не знаю, гурман какой-то, да, любит, чтобы его вкусно кормили. Но опять же, внешность. Внешность у вас, вот это его золотой стандарт, да, его эталон. Он таких женщин, как вы, просто вот восхищается и обожает. Может, вы блондиночка, либо брюнеточка, да, а ему это очень нравится. Может, вы пышненькая, либо наоборот, очень такая худенькая. То есть вы прям его типаж. Он видит вас, и все, и тремор идет. Прям каждая клеточка на вас отзывается. Я сказала, что он может быть чьим-то мужем. Это не проблема, потому что с той своей женой они уже давно как не живут. Вот как муж с женой, да, не живут. Они могут проживать на одной территории, но у каждого из них уже давным-давно своя личная жизнь. То есть они пришли к такому моменту, что, ну, типа, не будем тут мы ссоры из избы выносить, не будем бузить, будем жить вот как живем, да. Это как обоюдно идет. То есть его, в принципе, можно, ну, с натяжкой, конечно, но считать холостяком. Либо там вопрос только лишь оформления документов. Все, больше ничего. Что вы там кого-то отобьете, ну, навряд ли. Да, может быть, на людях, там, на родственниках они и транслируют, что они типа, ну, мы пара, да, мы муж и жена. Но по факту, вот если кто-то из них захочет развестись, никаких проблем вообще не будет.
Они даже могут вместе, ну, пассии друг друга обсуждать. Да? Мужчина может сказать, там, что вот мне нравится женщина, а женщина может сказать, вот мужчина мне понравился. Да? То есть для них это нормально. То есть там такая еще семейка интересная. Вот. Этот мужчина многое о вас знает. Прям многое, потому что кто-то ему информацию о вас рассказывает. Специально, случайно, да. Человек может даже не понимать, что его расспрашивают. Но может специально, да, подруга, например, либо знакомая, там, не знаю, коллега своему братишке такая, знаешь, у нас такая женщина шикарная есть, ты там обрати на нее внимание, она там то, она там все, да, вот какая-то информация о вас идет. И еще этот мужчина и сам может о вас наводить справки. То, что он о вас узнает, ему прям золотом на сердце ложится. Да? Вот прям его тема, все ему подходит, он совсем согласен, вообще никаких претензий нет. И планы тут такие: вас завоевать, за вами очень активно ухаживать, показать вам, что он прям не только хороший мужчина, там, воспитанный, добрый, надежный, но что еще он очень полезный, да? То есть, что у него там руки золотые, что он там людей разных знает, что он может вам там помогать, он может там чего-то там добиваться, проблемы решать, да, вообще золотые ручки, да, и золотая светлая голова. И мужчина вот эту свою знакомую, не знаю, женщину, да, либо жену, даже может попросить, вот как привлечь, да, в этот план, чтобы она тоже посодействовала, помогла. Ну, допустим, заманить вас в гости, да, чтобы там ближе с вами познакомиться и начать за вами ухаживать. Может попросить порекомендовать, да, чтобы его вам порекомендовали. Ну, допустим, вам нужно там лампочку заменить, либо что-то сломалось, и эта женщина должна прийти и сказать: а вот у меня есть знакомый, который мастер на все руки, вот его и бери. Почему мужчина еще не приступил к своему плану? Я вижу, что у него какой-то дедлайн назначен, то есть он к какой-то дате конкретной готовится. И это как-то связано с деньгами. Понимаете, чтобы за женщиной красиво ухаживать, да, нужны ресурсы на это. И ресурсы, ну, не маленькие, потому что нынче все очень дорого. Вы сами знаете, по магазинам ходите. А ему прям очень важно, архиважно пустить вам пыль в глаза, да, вот показаться таким вот прям щедрым, богатеньким, прелестным мужчиной. Одежду нужно купить, да, нужно продумать, куда вас водить, нужно продумать, как действовать. То есть там у него еще очень много работы. А поскольку он очень педантичный человек, мне вот идет, что он какие-то списки пишет, да, либо составляет какие-то планы, вот прямо, ну, не знаю, либо на компьютере набирает, либо это от руки пишет, да, что он будет делать. Да, возможно, у него есть какой-то волшебный блокнотик, в котором все эти планы хранятся, записываются. Ну, может, какая-то папочка, да, в ноутбуке, либо, ну, где-то там у него есть, где он все прописывает. Важно ему на вас произвести самое вот это яркое первое впечатление. Почему важно? Возможно, вы уже познакомились, но вы как-то вообще на него внимания не обратили, и его это задело. И он такой: угу, значит, я что-то сделала неправильно, значит, нужно было действовать совершенно по-другому. И еще, мои хорошие, у кого-то отыграется, что этот мужчина, ну, не знаю, как вам это сказать, но скажу, как вижу, да. То ли он ходит к какому-то психологу, да, который ему помогает его там личные проблемы проработать, то ли он ходит на какие-то курсы, ну, типа этого пикапа, да, там, где мужчину учат ухаживать за женщиной, добиваться женщин. Не знаю, чем они там занимаются. И, как по мне, так это выкачка денег, да. Это заработки на этих всех курсах, это, как по мне, так это не дело, да. На этих курсах выигрывают только те, кто их дает, да, они зарабатывают на этом большие деньги. И, может быть, еще курсы не закончились, либо с психологом у него еще есть там какие-то сеансы, да, которые он еще не прошел. И он такой: ну вот, спешить нельзя, надо действовать основательно, да, у меня нет права на ошибку, мне нужно быть таким прямо в себе уверенным, ярким, пышным, душным, всем таким вот липучим, да. Ну, что есть, то и есть.
Мужчину точно видели, возможно, даже по имени знаете, но не впечатлил, прям совсем не впечатлил. Как-то вы так, как просто к человеку отнеслись. Человек, все. То есть не выделили для себя, не показался вам этот человек интересным. И, возможно, так оно и есть. Да? Возможно, этот мужчина не такой уж интересный, возможно, вообще не ваш типаж. Но тут дело не в этом, а в том, что он очень настойчивый человек, как я уже сказала, педантичный. То есть если он за что-то берется, либо что-то себе там наметил, он будет идти до финишной прямой. А там уже как Бог даст, да, либо он придет первый, выиграет, и все случится так, как он запланировал, либо он придет последним, не выиграет, но все равно этот путь он дойдет до конца. То есть готовьтесь к тому, что если этот мужчина начнет за вами ухаживать, и вы его будете всячески сбривать, да, то он не будет сдаваться, он не будет обижаться, он просто будет выполнять эту свою программу максимум. И пока эта программа не закончится, он от вас не отстанет. То есть еще и это нужно иметь в виду. Может быть, кому-то и понравится. Да? Понравится, что мужчина так основательно подготовился, что мужчина действительно добивается понравившуюся ему женщину. Может, вы и ответите взаимностью, кто его знает. Давайте я еще и на картах, наверное, посмотрю, как он, что у него там по человеческим качествам. Стоящий, не стоящий. Надо оно вам, не надо оно вам, да? Давайте посмотрим, что карты расскажут про этого мужчину. Понятно, что это общая отсыпка, да, и понятно, что у вас там свои мужчины, они все разные, но вот общие тенденции, общие энергии, да? Так, посмотрим, что за человек такой, что за человек такой. Карты вышли очень хорошие. Это единственное, что Луна меня немножко смущает. Луна, может быть, не уверен в себе, да, может, вот это он свою спортподготовку проходит. Извините, но скажу именно так. Человек действительно хочет серьезных отношений, да. Он не просто хочет там покуролесить или там поматросить и бросить. Нет, это не его вариант. Я уже говорила, да, он такой основательный, педантичный. Он ищет шанс на любовь, на законный союз, на общий дом, на то, чтобы вот жить, поживать и добра наживать, скажем так. Хочется именно теплых, любовных, семейных отношений. Готов ли он к ним? По Луне, скорее всего, пока нет. Либо он не совсем представляет, как это. Я вроде хочу, но я не знаю как. Да? Может, поэтому он ходит на эти курсы, либо ходит к психологу. И, в принципе, плохого ничего не скажу. Хорошее, да, могу сказать про него. Он тут и сам вышел, то есть это уже характеризует человека. Любит ли он вас сейчас? Сомнительно. Да, возможно, вы нравитесь, его типаж, вы вызываете в нем эмоции, вызываете там сексуальное желание. Но опять же, это не равно любовь. Хотя любовь может прийти позже, да, может прийти позже. То есть, в принципе, неплохой мужчина, неплохой. Ничего такого там злого он не придумал, не задумал. Обижать он не намерен вас. Он и сам боится, да, чтобы вы его не обидели. Так, чего можно ждать от него? Чего прям такого нехорошего можно ждать? Скорее всего, что он может испугаться, закрыться. Испугаться, знаете, чего может? Вот вы ему отказываете, он выполняет свою программу, и тут он понимает, что все, а дальше программа закончилась, и я не знаю, что мне делать. И вот тут он может испугаться. То есть он может очень ярко и активно за вами прям ухаживать, а потом в один момент просто пропасть. Вот это может. И, конечно, он не будет вам рассказывать о своих страхах, о своем прошлом, может придумывать какие-то байки про себя. Понятно, кому хочется позориться, никому не хочется. А может, жизнь такая неинтересная была, да, что даже нечего рассказать. А с другой стороны, вот подумайте, да, вы встречаете мужчину, а он вам рассказывает: ты знаешь, а я с женой живу, но мы с ней друзья и просто живем вместе. Скажете: о, дурачок, да. Странный, конечно, человек. Что есть, то есть. Так, теперь переходим ко второму мужчине. Но второго вы точно знаете, и знаете его просто замечательно, вдоль и поперек.
С этим мужчиной вы там и Крым, и Рим, и медные трубы повидали. Причем для него был Крым, да, отдых, солнце, горы, природа. А для вас что? Медные трубы, да? Потому что вам было очень тяжело. Вообще мне идет, что этот мужчина паразит. Не обижайтесь на меня, конечно, но он реально паразитировал. Паразитировал в отношениях, паразитировал на вас. Он паразитировал и на других людях. И как-то у вас на него глаза открылись после какого-то его очень нехорошего поступка. Мне вообще идет, что он вас подвел и обидел. Вот, и вы уже полностью от него отвернулись, вы были инициатором расставания, он мог и сопротивляться, а мог и вообще обидеться, типа ты меня обидела, ты меня бросила. Но с другой стороны, я вижу, что вы вздохнули, да, как-то спокойно, с облегчением, когда его не стало в вашей жизни, и ваша жизнь стала легче. Легче, спокойнее, беззаботнее мне еще идет, да, больше времени на себя стало появляться. Мужчина как чума какая-то для вас. Чума, да, если он появится, все, надо бежать, прятаться, закрываться. Смотрите, этот мужчина, он какой-то такой, знаете, очень как ребенок, да, флегматичный, эгоистичный, безответственный. То есть нужна ли ему женщина? Наверное, нет. Кто ему нужен? Мама нужна. Мама, которая будет ему там сопли вытирать, кормить, вкусно это подавать, тепло и мягко стелить. Понимаете, вот это ему нужно. И вот он без вас потыкался, помыкался. Такое чудо, оно никому не надо. Понимаете, даже родной маме, наверное, уже не надо. Потому что мама обрадовалась, когда он к вам ушел. Вот, потыкался, помыкался. Что ему так грустно стало, и он такой, надо что-то делать. Да? Вот где мне было хорошо, где мне было сладко. С вами было хорошо и сладко. И вот у него такие мысли в голове, что надо бы мне надеть очки, да, и к вам вернуться. Что значит одеть очки? Втереть вам, да, что прикинуться кем-то. Прикинуться, что вот я изменился, я стал другим, я стал интеллигентным, у меня работа теперь хорошая, да, вот попридуриваться, в роль какую-то вжиться, да, такого солидного мужчины. Хотя он же тоже вас знает, что вас так просто не обманешь, не проведешь, что вы и насквозь можете, когда хотите видеть. С другой стороны, куда ему деваться? Вот кому он такой нужен? Кому такое чудо надо? Никому не надо. Вот он и думает, что надо идти к вам. Но он ленивый человек. Это, конечно, вас спасает, то, что он ленивый. Был бы он активный, уже бы там порог вам оббивал, уже бы, знаете, просился бы на ручки. Но поскольку ленивый, вот он такой, завтра, либо такой, с понедельника, со следующего месяца, да, вот это вас спасает. Но мысли у него такие есть. Прийти, притвориться интеллигентом, что вот я перевоспитался, я стал другим, я там порядочным стал. Все будет прикидываться ради своего блага. Любил ли он вас? Девочки, наверное, да. Но именно какой-то своей любовью. Человек, который живет, как это перекати поле, он даже себя не любит, по-настоящему, да, как мы с вами понимаем, чувство любви, чувство долга. Вот, вы ему не чужая, вы ему родная, вы за ним лучше, чем его мама ухаживали, да, больше для него сделали, наверное, чем его родная мама. Конечно, он к вам тянется, как к солнышку. Все люди, все живое к солнышку тянется. И вот он к вам, как к солнышку тянется. Нужен ли он вам? Да нет, конечно, обуза. Даже на картах смотреть не буду, это обуза. Гнать такого надо, и чем дальше, тем лучше. Вот. Будем надеяться, что он все-таки поленится и не дойдет. А если дойдет, я думаю, что вы знаете, как с ним поступить, что с ним сделать, как его послать и куда его послать. Видите, соскучился по вашей ласке, по вашим вкусняшкам, потому что вы его на ручках носили, выручали, спасали, на ноги ставили, да, приодели, приобули, нагладили, начистили, откормили. Вот поэтому соскучился. Никому не нужен такой человек. Мне идет, что он перекати поле. Хотя я вижу, что вам есть за что его поблагодарить. Потому что именно этот мужчина пробудил в вас чувство собственного достоинства, веру в себя и пробудил уверенность в себе.
Да? То есть вы поверили, что я сильная женщина, мне никто не нужен, я автономна, я независима, я должна себя любить, я себе в первую очередь должна, а не какому-то там чужому постороннему мужику, кем бы он там для меня не был. Вы благодаря этому мужчине гораздо сильнее стали и даже больше раскрылись, мне идет, да, прям очень раскрылись, преобразились, мне идет. Вам после расставания с этим мужчиной очень много людей стали делать комплименты. И по-другому как-то даже люди на вас начали смотреть. Вот с восхищением, с придыханием. Как-то так не идет. Видите, не было бы счастья, да несчастье помогло, да. Так что вот 2 мужчинки вышло. Кто из них ваш, я не знаю. У кого-то прям сразу 2 отыграется. Мои дорогие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.